Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги Якутии» в республике ежегодно проводятся в нормативное состояние сотни километров автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Объем финансирования, как и прежде, составляет миллиарды рублей из средств Республиканского дорожного фонда и федерального бюджета. О ходе реализации нацпроекта и планах на будущее пойдет сегодня разговор. Гость у нас в студии Семен Филиппов, генеральный директор Управления автодорог Республики Саха-Якутия, народный депутат Якутии. Семен Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о ходе дорожно-строительного сезона на объектах региональных автодорог. В 2023 году Управление автодорог Республики Саха-Якутия доведены лимиты на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в размере 6,3 миллиарда рублей. Это 2,5 миллиарда – это средства Дорожного фонда Республики Саха-Якутия, и 3,8 миллиарда – это средства федерального бюджета. Мы с социальной и экономической точки зрения понимаем важность стоящих перед нами задач по реализации нацпроекта. И в связи с этим нами заключено 32 контракта на строительство, ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог по линии нацпроекта. По ним мы должны привести в этом году в нормативное состояние 245 километров автодорог. Здесь бы мне хотелось сказать, что нацпроект начался у нас в 2019 году. И тогда мы в первый год сдали 122 километра. В 2020 году мы уже сдали 210 километров. В 2021 году мы сдали 220 километров. В прошлом году мы сдали уже 232 километра. А в этом году у нас план 245, но, надеюсь, мы, наверное, больше сдадим. Да? То есть ежегодно наращиваются темпы реализации нашего национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Республике Саха-Якутия. В настоящее время наши подрядные организации занимаются устройством водопропускных труб, укладка асфальтобетона, и прежде всего, конечно, отсыпка и восстановление земляного полотна. И на сегодня уже освоено 1 535 000 000 рублей. Но это, надо сказать, у нас сезон-то начался в самом конце мая, в начале июня, и фактически чуть более чем за месяц мы уже четверть плана уже освоения средств и федерального, и республиканского бюджетов, республиканского дорожного фонда, я имею в виду, мы уже выполнили. Что еще хотелось бы сказать? Действительно, национальный проект «Безопасные и качественные дороги» позволил нам привести в нормативное состояние наши региональные дороги, межмуниципальные дороги. И, конечно, это прежде всего для населения Республики Саха-Якутия. Тенденция вообще колоссальная. Действительно, с каждым годом вы наращиваете обороты, и уже даже если посмотреть, что будет через пару лет, то результаты будут очень хорошие. Но хотелось бы спросить, а какие новые технологии дорожниками внедряются в строительстве? Здесь нашими подрядными организациями прежде всего применяются такие технологии, как повторное применение переработанного асфальтобетона, также технологии по улучшению качества и укрепления земляного полотна, это цементное покрытие. И кроме того, по технологии мы применяем сетчатые такие конструкции для борьбы с эрозией и оползнями на откосах автомобильных дорог. Такие новые технологии применяются ежегодно уже на протяжении 2-3 лет, практически постоянно. Конечно, это позволяет более качественно выполнять наши ремонтные работы.
Но вы занимаетесь не только реконструкцией автодорог, да, построением новых, если можно так сказать. А что насчет сохранения тех, которые у нас имеются? Так, ну, что касается, значит, сохранности автодорог, да, то, конечно, при заключении контрактов подрядчик берет на себя обязанности, гарантийные обязательства по содержанию автодорог. Ну, вместе с тем у нас возникают проблемные участки в период весенне-летних вот таких оттайки грунтов, да. И, конечно, несмотря на приказ Министерства транспорта вот, Республики Саха-Якутия вот, по ограничению нагрузок на ось транспортного средства, эта норма, к сожалению, не соблюдается вот нашими многими перевозчиками. Вот, поэтому, конечно, вот мы выставляем для, вот, значит, для сохранности автодорог посты весогабаритного контроля. Вот они сейчас действуют на автодороге Амга, на автодороге Мухтуя, на автодороге Нам. Это все для сохранности. То есть где-то вот после апреля месяца вот эти посты у нас выставляются ежегодно, и вот мы контролируем как раз вот перевозчиков по нагрузке вот на наши автомобильные дороги. Ну, конечно, мы еще живем в таком климатическом регионе, где у нас резкие перепады, что тоже влияют на дороги. И зимой, например, ну, сделать очень мало что можем. Все работы приходятся как раз-таки на весенний вот период. Нет, ну поэтому, конечно, вот наши значит, подрядчики, и мы ставим такие задачи, чтобы значит, зимой, вот мы уже после Нового года, дорожники уже работают, после новогодних праздников. Почему? Потому что ну, зимой не требуется вот как раз по сохранности автомобильных дорог, да, потому что ну, у нас же вечная мерзлота, все там, сама мерзлота, она тверже асфальта, да, и поэтому, конечно, основные вот такие материалы, инертные материалы, вот, значит, для земляного полотна, для дорожной одежды, наши подрядчики вот, именно на те объекты, где они будут работать уже весной и летом, значит, вот, для выполнения своих контрактов, они вот, перевозят именно основную массу где-то до апреля месяца. Потому что после апреля, я же говорю, мы уже ставим барьеры для того, чтобы наши дороги, вот, ну, для сохранения наших автодорог. Но следующим вопросом хотелось бы спросить, а что делается в сфере налаживания автотранспортного сообщения в части строительства мостов? Ага. Ну, конечно, мы, вот я как уже говорю, да, ежегодно значит, вводим в эксплуатацию и приводим в нормативное состояние сотни километров наших дорог регионального и межмуниципального значения, но и значит, уделяем серьезное внимание и по значит, строительству мостовых переходов. И для этого, конечно, вот, наше руководство республики, лично Арсений Сергеевич Николаев, Министерство транспорта Республики Саха-Якутия проводит очень такую системную и значит, результативную работу по выделению дополнительных средств федерального бюджета. Этим самым, да, вот, значит, мы высвобождаем средства Дорожного фонда республики, и за счет чего вот мы строим наши мостовые переходы. За последние вот 2 года вот подряд мы вводим такие крупные мосты вот в Усмайском районе через реку Аллахюнь, 326 метров. Совсем недавно, вот неделю назад, мы значит, торжественно открыли мостовой переход через реку Минкуле, тоже такой более 326 метров, да. Кроме того, в этом году производятся работы по строительству мостов на реке Нюя, вот, на реке Чуаналыр, вот, на реке Тампорук, на реке Ольчан. Это все объекты 23 года, да, но сдача вот на Чуаналыре, вернее, на Нюе и на Тампоруке вот, будет в этом году. Вот, ну, а на следующий год вот, будем сдавать Олчан, Хатынурях в Кобяйском районе. Ну, в общем, строительство мостов, конечно, уделяется очень такое значительное, значит, такие значительные значения. И я хочу сказать, что мы ждем от федерального центра, должна выйти программа как раз вот по строительству трубопроводов и мостовых переходов в рамках федеральной программы. И, естественно, Республика Саха-Якутия
будет участвовать вот в этой программе. Наверное, тогда будут уже более серьезные средства для строительства вот наших мостовых переходов. А что нам даст? Их у нас это очень много дает, потому что если вот смотреть состояние наших мостов, да, конечно, оно, значит, ну, не печаль вызывает, но очень многие находятся в аварийном состоянии. Около 200 мостов у нас в аварийном состоянии, мы их постоянно как-то там латаем, ремонтируем. Ну, конечно, нужно строить. Поэтому эта программа будет, значит, иметь огромное значение для всех регионов Российской Федерации. Но как раз затронули тему будущего, какие планы на следующий год? Ну, естественно, мы будем продолжать в рамках, значит, реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и капитальный ремонт, и ремонт автомобильных дорог, значит, строительство мостовых переходов. Также будет уделено большое внимание и, значит, обустройству вот наших дорог, ну, в частности, освещение, да, вот в этом году мы тоже вот в поселках Жиганск, Нижний Бестях, Кобяй, да, село Мостах и других поселках мы уже более 11 километров ввели объекты вот по освещению. Это все касается безопасности, вот как раз дорожного движения. И хочу сказать, что вот эти мероприятия, вот, да, которые мы, значит, намечаем, они, конечно, все это вот для улучшения жизни наших граждан. Ну а так, как важнейшие объекты 2024 года, мне бы хотелось назвать такие объекты, вот как мы должны в 2024 году сдать, значит, в эксплуатацию реконструкции. Это очень серьезные объекты, это на автодороге. Нам 7-11 километр, я имею в виду, это региональные объекты, да, и реконструкцию 11-20 километра автодороги Умнас. Вот. Но это очень серьезные в инженерном плане объекты, это реконструкция четырехполосной второй технической категории. Вот. Именно, значит, полностью инфраструктурное обустройство идет, то есть это и, значит, есть определенные экраны, такие экраны шумоподавления там, естественно, и опоры, значит, освещения, там и тротуары, там и обустроенные очень такие современные автобусные остановки. То есть полная инфраструктура и плюс, значит, разделительное барьерное ограждение, которое позволяет вот, значит, 2 полосы с одной стороны и 2 полосы с другой. То есть это то, что мы построили, вот, сдали в 2022 году, это вот до 11-18 километр на Усть-Хатын, вот, где мы проводим наш национальный праздник Исех. Это великолепная дорога, которая отвечает всем современным стандартам и которая вот делает таких республик, как Башкирия, как Татарстан, как Москва, Подмосковье. То есть она отвечает всем современным требованиям вот дорожной отрасли. И, конечно, это радует. И еще радует то, что вот эти реконструкция от 11-20 километра, а в начале того года мы будем торговать, значит, 20-28 километр, вот как раз тоже реконструкция четырехполосной второй категории. Вот это как раз то место, где будут подходы к нашему ожидаемому, очень желанному Ленскому мосту. Вот поэтому вот эти вот объекты. Ну, естественно, вот, конечно, будем продолжать и ремонты наших дорог НАМ, Умнас, Битюн, вот, Амга. Вот. Ну и кроме того, естественно, будем заниматься полностью и сохранностью автомобильных дорог, и, значит, как улучшением качественного состояния и, значит, содержания именно автомобильных дорог, чтобы у нас не было проблем, не было никаких заторов, вот, ну, которые бывают, конечно, вот, к сожалению, я уже говорил, да, в период весенне-летнего вот, как раз оттайки грунтов. Вот там проблемы бывают пучины, мы производим замены грунтов, проводим вот дополнительные ремонтные работы вот, как раз по устранению и для того, чтобы вот, содержание автодорог было на высоком уровне.
Семен Васильевич, ну, планы грандиозные, желаем вам исполнения. И даже учитывая опыт предыдущих лет, чтобы планы все больше и больше наращивались и сдавалось большее количество километров Ну, дорог. спасибо, конечно, да. Это же все мы делаем для населения Республики Саха-Якутия. Спасибо вам большое. Спасибо. Благодарю вас, что пришли и ответили на все наши вопросы. Спасибо. Я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.